Значит, мы здесь производим бумагу. Бумагу из каритутового дерева. Ну, бумагу можно со всего растения, деревьев изготовить, но они имеют очень короткие волокна, поэтому там добавляется крахмал, клей, наполнители. И когда мы добавляем эти компоненты, бумага долго не сохраняется, потому что когда срок клея истекает, бумага просто трескается, пожелтеет и рассыпется. А кора тутового дерева, акация имеет очень длинный волокна, поэтому здесь ничего не нужно добавить. Они переплетаются между собой и как бы связываются между собой, становится как материал. Вот, поэтому эта бумага долговечна. Вот, каждый год срезаем одногодные ветки, потом их можно замачивать в воду в течение недели, 10 дней, и потом можно снимать кору. Вот, пожалуйста, вот так снимается кора. Тогда мы получаем с двух сторон чистый вот такой сырье для бумаги. Но здесь мы можем увидеть расположение волокон. Вот так, если мы увидим, они длинные, тонкие, но прочные. Они очень хорошо связаны между собой. Для того, чтобы их разъединить, мы варим 4-5 часов. До превращения однородной массы. Его называют кашица. Когда готова будет наша кашица, мы забираем и мешаем водой. Пожалуйста, здесь есть у нас чан, где мешается водой. Когда мы мешаем водой, каждый волокон разделяет друг друга, свободно плавает в разном положении. И здесь прямо они ложатся друг на друга, и это как бы переплетаются между собой. Когда вода истекает приблизительно, потом снимается рама, которая дает бумаге форму, и отделяем от формы. Очень просто здесь. Теперь идет процесс сушки уже. Смотрим полированную бумагу. Его называли шелковой бумагой. Почему? Не только из того, что она из плутовника, да, шелковицы дерева делается, но она имеет гладкий поверхность и есть блеск. Видите, она глянц. Поэтому дали имя шелковой бумаги. А то, что она стоила дорого, называли его султанская бумага. Эту бумагу мыши черви могут съесть. Эту бумагу не могут. Почему? Потому что срок не переварен желудок. Нигде не написано, никто не знает, что самаркандскую бумагу съели моли, черви там или мыши. Все бумаги сохранились целые.